Зараженное сибирской язвой мясо из деревни Старая Акташево нашли в Чувашии. Об этом сообщают в Следственном комитете по республике. Говядину исследуют специалисты Роспотребнадзора, затем ее утилизируют. Тем временем в хозяйствах муниципальных округов полным ходом идет вакцинация скота. Людей также привьют препаратами от сибирской язвы. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Зараженное мясо искали на протяжении недели, и теперь к его хозяину вопросов стало больше. Версия, что инфицированного сибирской язвой бычка продали цыганам, не подтвердилась. Установлено, что указанное мясо было сбыто двум жительницам Чувашской республики для личного употребления. Очаг сибирской язвы в Цивильском округе локализован. В республике тем временем прививают от болезней телят и коров. Вакцинация была назначена на апрель, но ситуация потребовала от ветеринаров пересмотреть планы. Процедура длится секунды. Это под силу даже хрупкой девушке. Специалисты говорят, что укол в шею животные переносят безболезненно. Правда, для безопасности ветеринары подходят только к привязанным коровам. Так, в Урман-Сюктерском поселении Чебоксарского округа предстоит вакцинировать порядка 300 голов крупного рогатого скота. Прививать крупный рогатый скот мы начинаем с 3 месяцев возраста первый раз. Потом через полгода ревакцинация. И уже после этого каждый год сделаем прививку. Один раз в год. Стараемся все эти профилактические прививки произвести до выгона животных на пастбище, чтобы у нас животные вышли на пастбище привитые и с иммунитетом. Вакцина как раз и вырабатывает антитела. От прививки освобождаются только беременные животные. В хозяйстве Дмитрия Иванова 3 телятам инъекцию сделали впервые. Это шпунтик был. А у кому в первый раз? А в первый раз? Это тот черный был. Он как бы черный, он большой. После вакцинации коровам нужен щадящий уход. 2 недели без сквозняка. Первые 2-3 недели тут сквозняк будет, температура поднимется у них. Все равно беспокоит. Люди беспокоишься все равно насчет этого. А так вот прививку делать, приезжают, делаем всегда, не отказываемся. За свое небольшое хозяйство беспокоится и Николай Янышков. Вакцинацию животным он делает каждый год. А вот хозяин зараженного скота в Цивильском округе животных для осмотра ветеринарам не предоставлял. Конечно, нужно. Это как не нужно прививать? Это вакцина же. Что вот людей прививают, и что животные прививают. Если животные начнут умирать, что мы куда денем? Что будем делать? Это обязательно. Прививать от сибирской язвы будут и тех людей, кто находится в зоне риска. Фермеров, работников скотобоин и мясокомбинатов, ветеринаров. 750 доз вакцины уже промаркировали в аптечной базе. Принимаем по количеству, качеству и, соответственно, производим маркировку. Далее они будут распределены лечебные учреждения Чувашской республики по разнарядке Минздрава. Маркировка нужна для того, чтобы подтвердить подлинность препарата, что он не фальсифицированный. В больнице сибироязвенную вакцину доставят в переносных холодильниках. Вообще большинство вакцин хранят при температуре от +2 до +8 градусов. И именно поэтому в аптечной базе созданы специальные условия. В этой холодильной камере вообще невозможно находиться без курток. Здесь работают мощные кондиционеры. В ближайшее время в республике планируют получить еще одну партию вакцин для людей от сибирской язвы. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика.